Сегодня в село Малая Цельна приехала специальная комиссия. В ее составе представители Минсельхоза, Управления ветеринарии и администрации района. Берут пробы молока, собранного утром у населения. Результаты покажут качество. Это главный критерий ценообразования на приемных пунктах. В Дрожжановском районе их 3. Фергат Камалов – руководитель одного из них, компании «Рассвет». Рассказывает, качество молока невысокое. Фильтры приходится менять после каждого второго завоза. Один фильтр у нас рассчитан на 25 тонн молока на приемку. У нас даже на 2 молокосборщика не хватает. На тонну, на 1,5 тонны не хватает одного фильтра. В районе более 7 тысяч личных подсобных хозяйств. В них содержится 5200 коров. В день они, жители, сдают 27 тонн молока. У Рамиля Айзатова молокосборщики принимают продукцию по 23 рубля за литр. Он считает, это низкая цена. Дело в том, что если бы он сам отвозил молоко в приемный пункт, то ему бы заплатили 26 рублей за литр. А пока разница оседает в кармане сборщиков. Зерно на 15 рублей закупаем, сено 2000 рублей закупаем. Солому тоже покупаем, ну и ладно, солому, ладно. А так все расходы, если, конечно, цена побольше было бы, конечно, расходы для себя осталось бы, а так только на свои расходы. Другая ситуация у Раиля Комараева. Он занимается фермерством с 2016 года. Начинал с одной коровы, сейчас у него их 22. Из-за больших объемов продукции к нему приезжает специальная машина с приемного пункта. Нет посредников, поэтому за литр он получает 26 рублей. У меня забирают кооператив «Исток». Из фермы со своими машинами приезжают, но и по факту получается то, что у меня и через лабораторию проходят, и отдельно сдаем. Вот цена более-менее завышенная, да. Производители молока недовольны с закупочными ценами. Расходов много, прибыли нет, говорят они. Такая ситуация сложилась еще в прошлом году. Переломить ее не могут до сих пор. Я хотел по поводу качества молока сказать, да? Сегодня на совещании в администрации собрались фермеры, молокосборщики и руководители перерабатывающих предприятий. Каждый из них высказал свою точку зрения, но к общему мнению так и не пришли. Все-таки при качестве приемки молока, как мы лично визуально, и также по итогам экспертизы ветеринарных служб, поняли, что есть все-таки отклонение от нормы поставляемого молока. С начала года ветеринарная служба района начала проверки молока у производителей. Каждая 6-я проба показала, в составе есть вода. Это значит, разводят для большего объема. Вместе с тем снижают жирность. Сначала, когда начали брать пробы населения, было фальсификации много, где-то процентов 20-25, а к концу месяца, когда уже начали брать, уже снизилось, значительно снизилось. Сегодня качество молока стало главным в дискуссии. Сегодня результатом нашей встречи мы должны прийти к единому мнению. Какая должна быть цена сегодня на молоко? Марат Гафаров предложил компромисс – поднять цену во всех селах до 24 рублей, таким образом довести до среднего уровня Заволжской зоны. Но это при условии, что жители будут сдавать молоко достойного качества. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Дрожжановский район.